Такого поворота событий не ожидал никто, что шокировало многих таджиков. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. В Худжанде арестовали Муллу Табиба, который совершал в отношении женщины действия сексуального характера. Как сообщает Генпрокуратура Таджикистана, гражданин Абдували Набиев, которому 68 лет, не имея ни религиозного, ни медицинского образования, занимался платным лечением горожан, используя свои религиозные познания. В частности, Набиев был известен как Чинбурор, изгоняющий джиннов. Он принимал пациентов в своем доме в Махалле 12 в Худжанде. По данным Генпрокуратуры, 5 октября к нему обратилась гражданка М с просьбой помочь ей в лечении сильной головной боли. Набиев почитал определенную молитву, за что получил 50 самани, а потом убедил женщину в том, что в нее вселился джин, и предложил его якобы изгнать, говорится в сообщении. По данным ведомства, женщина согласилась, купила все заказанные Мулло вещи и пришла к нему 13 октября. Под предлогом изгнания Набиев уединился в комнате с женщиной, читая молитву, он массировал ее и совершал другие развратные действия сексуального характера. При этом дал женщине подчитанную воду, за что снова получил 50 самани. Эти же действия мужчина повторил и 18 октября, сообщает прокуратура. По данным ведомства, 23 октября женщина пригласила его уже к себе домой, где он был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 Уголовного кодекса. Сексуальный контакт, иные действия сексуального характера или аморальные действия с оскорблением чувств и религиозных убеждений. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что в принципе у нас есть такая статья? Действия сексуального характера с оскорблением чувств религиозных убеждений. Звучит как минимум аморально. Вы согласны? И как вы относитесь к тому, что в принципе есть такие люди, которые выдают себя за знахарей и тому подобное и обманывают людей, не имея никакого религиозного образования, даже понятия, что происходит и что делают. Возможно, правительство должно это как-то регулировать, или это нужно обучить население о том, что это все не работает, и в принципе очень много просто мошенников, которые выманивают деньги. Как вы думаете, в чем проблема и можно ли ее решить? А с другой стороны, если правоохранительные органы будут приходить в дома подобных людей, которые почитаются населением, то население будет негодовать и выступать против правительства и правоохранительных органов. Вы согласны? Возможно, вы или ваши родственники попадали в лапы мошенников или встречали что-то подобное. И где? Как вы думаете, как можно решить всю эту ситуацию? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.